За моей спиной памятник самому известному таджикскому ученому 20 века Бабаджону Гафурову. Соотечественникам он известен в первую очередь как автор монументального исторического труда «Таджики». Однако это далеко не единственное и, пожалуй, даже не самое главное достижение ученого, в первую очередь, по мнению самого Гафурова. И по случаю дня рождения академика мы расскажем вам 5 малоизвестных фактов из его жизни, о которых вы едва ли узнаете в школе, институте, либо в справочных статьях. Первое. Поднял с колен советское востоковедение. Несмотря на колоссальные научные достижения СССР, к середине 50-х годов стало очевидно, что конкретно Институт востоковедения Академии наук откровенно слабоват в плане подготовки специалистов. В Академии даже шутили по этому поводу. Советский Восток уже пробудился, а вот Институт востоковедения все еще спит. В итоге было принято решение назначить новым директором опытного партийца, при этом человека восточного и знакомого с проблемами науки. Результат сказался незамедлительно. Уже в первый год гафуровского периода число сотрудников института выросло вдвое, а уровень преподавания и их подготовки стал таким, что институт стал не просто научным, но и важным политическим центром, который частенько посещали главы государств Азии и Африки. Второе. Вернул в науку репрессированных ученых. Гафуров одним из первых привлек к работе исследователей, пострадавших от сталинских репрессий и реабилитированных после смерти вождя. Например, в институт вернули индолога Ульяновского, репрессированного еще в 1935 году на заре Большого террора. Более того, после этого бывший враг народа еще 3 года занимал должность замдиректора института. Третье. Как опытный чиновник умело защищал своих сотрудников от новых нападок. Хрестоматийный пример. На академика Иосифа Арбеля из его же собственного отдела поступил анонимный донос в партию. Мол, здесь стало слишком много евреев, и это уже какая-то еврейская лавочка, а не институт. Несчастный Арбели был обескуражен, не знал, что делать, и обратился к Гафурову за советом, как опытному политику. Гафуров поступил следующим образом. Он поехал в райком и на общем собрании заявил: вот сегодня говорят еврейская лавочка, а завтра скажут армянская, а что послезавтра таджикская? Товарищ, а как же дружба народов? После этого данный вопрос в стенах института не поднимался никогда. Четвертое. Наследником Гафурова стал первый директор службы внешней разведки России. Но речь, конечно же, идет не о материальных благах, а о научном наследии. Дело в том, что после смерти Гафурова институт возглавил Евгений Примаков, талантливый ученый и управленец, а затем директор службы внешней разведки СССР и первый шеф СВР России вплоть до 1996 года. Пятое. Совершил дипломатический хадж. В 1974 году Бабаджону Гафурову разрешили путешествие в Мекку. На тот момент это была совершенная сенсация. Коммунист, видный партийц атеистического государства и вдруг религиозное паломничество. А все дело в том, что помимо религиозного путешествия Бабаджон Гафуров совершал важную дипломатическую миссию, а именно налаживал отношения с быстро набирающей влияние Саудовской Аравией, с которой у Советского Союза были очень напряженные отношения, начиная с 30-х годов. Сам он оценивал хадж исключительно высоко и после завершения паломничества спокойно отправился умирать на родину в родной Кишлак.